Здравствуйте, в эфире «Настоящее время», в студии в Вашингтоне с вами Юлия Аппел. Сегодня в программе: тела погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом доставлены в Санкт-Петербург. Эксперты выдвигают противоречивые версии причин трагедии. Решение Вашингтона отправить в Сирию сотрудников спецназа вызвало недовольство среди политического истеблишмента. Госсекретарь США Джон Керри проводит встречи с лидерами государств Центральной Азии. Как обычно, мы начинаем с новостей из Праги. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Юля. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Самолет Метроджет, ранее Кагалым Авиа, выполнявший рейс из Шарм-аль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился утром 31 октября. Все находившиеся на его борту 224 человека погибли. На исследованных фрагментах самолета А-321 следов взрывчатых веществ не обнаружено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Каире. При этом собеседник агентства подчеркнул, что работа по исследованию фрагментов самолета будет продолжаться еще длительное время. 1 ноября в Санкт-Петербург прибыл первый спецрейс МЧС России с телами 144 погибших в катастрофе. Второй спецрейс ожидают 3 ноября. Сегодня в Петербурге началась процедура опознания тел погибших. В северной столице траур был продлен до 3 ноября. В воскресенье вечером тысячи людей вышли на Дворцовую площадь, чтобы зажечь свечи памяти. Большинство погибших в авиакатастрофе А-321 – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все эти 3 дня аэропорт Пулково встречает родственников, которые съезжаются сюда из других регионов страны. За ситуацией в Петербурге следит наш специальный корреспондент Андрей Королев. Кто у вас там погиб? Жена. Сотни людей уже 3-й сутки проводят в Пулково, и у всех почти одна история. Мы не спрашиваем имен и просто даем людям высказаться. Она поехала с детьми и с внучкой. Внучка с детьми приехали раньше. Татьяна Федорова, вторую не знаю, Наташа Длинная Коса. Летели сюда вместе на самолете, там познакомились, там гуляли все 10 дней вместе. И обратно мы улетели, нас проводили. Написали сообщение, что Ира, встречай нас, завтра прилетаем. Больше я ничего не знаю, я приехала встречать. С большинством родственников встретиться практически невозможно. Прилетающие в Петербург из других регионов встречают прямо у самолетов и припровождают в автобусы, которые увозят их в отель Граунд Плаза. Власти надежно охраняют свои тайны. А в Пулково на выходе из терминала прилета растет гора цветов. Сотни петербуржцев несут свечи и игрушки. Остановить эту людскую массу власти бессильны. Вы с игрушками пришли? Деток много было на рейсе. Время каникул. Вот. И вообще в Египет в основном ездят семьи с детьми. Вечером воскресенья тысячи людей вышли на Дворцовую площадь, чтобы зажечь свечи памяти и помолчать. Кажется, такого количества людей Петербург не видел давно. Мы очень скорбим и приносим свои соболезнования всем родственникам, родителям, друзьям. Тем временем в Санкт-Петербурге встречают первые самолеты с телами погибших и готовятся к похоронам. 132 петербуржца, 36 жителей Ленинградской области. Это не полный список жертв. Еще 34 человека из других регионов, 4 жителя Украины и 1 житель Республики Беларусь. Со всеми родственниками установлена связь, со всеми ведется работа. Власти города продлили траур до 3 ноября, а за это время должны подготовить все необходимое для работы 40 судмедэкспертов и десятка бригад скорой помощи. Губернатор Полтавченко не исключил, что похороны погибших петербуржцев могут состояться на специальном мемориале. Андрей Королев, «Настоящее время», Петербург. Первые данные, полученные в ходе расшифровки бортовых самописцев самолета А-321, говорят о том, что до удара о землю экипаж не передавал на землю сигнал бедствия. Однако представители авиакомпании «Кагалым Авиа» заявили, что самолет А-321, потерпевший крушение на Синае, мог разрушиться в воздухе только в результате механического или внешнего воздействия. Первые результаты анализа информации бортовых самописцев разбившегося в Египте самолета говорят о том, что пилот не посылал сигнал СОС. Росавиация подтвердила, лайнер развалился в воздухе на большой высоте. Об этом говорит тот факт, что обломки разбросаны на площади около 20 квадратных километров. По распоряжению российских властей компания «Кагалым Авиа» приостановила полеты лайнеров «Аэробус А-321» до окончания расследования. Заместитель гендиректора авиакомпании по организации летной работы Александр Смирнов заявил в понедельник в Москве, что самолет мог разрушиться в воздухе только в результате механического внешнего воздействия.
нет таких отказов, отказа двигателя, отказа систем. Нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолет разрушился в воздухе. Да, при трагическом стечении обстоятельств, при отказе многоуровневым, когда отказывает несколько систем, когда, как правило, этому сопутствуют какие-то еще факторы, это может закончиться катастрофой. Но самолет в этом случае разрушится в момент удара о землю. В воздухе самолет разрушиться от каких-либо отказов не может. По словам Смирнова, резкая потеря высоты и скорости говорит о том, что лайнер находился в неуправляемом полете, то есть падал. По его мнению, к этому моменту самолет получил значительные повреждения, а летчики не контролировали ситуацию. Видимо, в связи с этим, в тот же момент начала развития катастрофической ситуации, экипаж полностью потерял работоспособность. Именно этим можно объяснить то, что не было ни одной попытки выйти на связь и доложить об аварийной ситуации на борту. В компании заявили, оба двигателя были проверены 26 октября и никаких проблем обнаружено не было. По данным источников гражданской авиации, изучение содержания черных ящиков может занять несколько дней. Президент Египта Абдель-Сиси сказал, что его страна сотрудничает с Россией в расследовании. На установление истины, по его словам, возможно, уйдут месяцы. Между тем, глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что заявление о компании «Когалым-Авиа» о внешнем воздействии на самолет А-321 преждевременно и необоснованно. Предположение о дальнейшей судьбе авиакомпании высказал в нашей программе главный редактор портала «Авиаблогер» Константин Парфененок. Обычно одно из двух событий. Либо авиакомпания прекращает существование на рынке, либо она в какой-то степени перерастает в другую авиакомпанию. Достаточно вспомнить, например, то, что происходило на российском рынке с Air Татарстаном, и то, что происходит с другими авиакомпаниями на рынке Европы. А в Синае на месте катастрофы лайнера сейчас находятся криминалисты из Египта, России и Ирландии. Все работы ведутся в обстановке строжайшей секретности. Ранее связалась с египетской журналисткой Сафой Файзал. Скорее всего, египтянам известно намного меньше, чем всем остальным. На данный момент на освещение крушения российского самолета наложен запрет. Египетские власти хотят, чтобы вся информация исходила от них, а журналисты обязаны повторять только то, что говорят официальные источники. Иначе вы нарушаете закон. В Синай сейчас не проехать. Район, где произошло крушение, оцеплен. И вчера генпрокурор ввел там чрезвычайное положение. Это понятно. На месте крушения проводится расследование. Однако это в то же время становится своеобразным табу в Египте. Трагедия произошла во время потепления египетско-российских отношений. Египет – это второе самое популярное туристическое направление для российских туристов. В прошлом году здесь побывали 3 миллиона туристов, а за 7 месяцев этого года более 1,5 миллиона. Прибыль от туризма составляет 11% от ВВП страны. Поэтому египетские власти заинтересованы в проведении полноценного расследования. И именно поэтому на месте крушения были допущены все следственные группы из всех заинтересованных стран. Египетская туристическая индустрия сильно пострадала после революции 2011 года. И крушение самолета может нанести еще больше удар по репутации страны. О том, как на трагедию отреагировали соцсети и блогосфера, мой коллега Тимур Олевский. Наверное, не будет преувеличением сказать, что Россия испытала шок. И не только Россия. Со словами соболезнования к российскому посольству в Киеве пришли и граждане Украины. А в то же время в медиа и соцсетях начались споры о том, правильно ли соблюдается траур. Дело дошло до откровенного разжигания вражды. Газета «Комсомольская правда», гордящаяся своим огромным в России тиражом, почти сразу опубликовала на сайте статью Александра Гришина «Нелюди выползли напитать себя кровью катастрофы», в которой о сочувствии украинцев ни слова, зато обобщающее утверждение о якобы радости украинцев, российских либералов и даже одного имама Вологодской соборной мечети. Писатель Захар Прилепин в Фейсбуке указал пальцем на виноватых в неправильном отношении к трауру. Московские клубы не стали отменять празднование Хэллоуина. Некоторые переживают по поводу замайданных идиотов, написавших 40 тысяч радостных постов. У нас соотечественники милые буржуазные мальчики и девочки, такое же зверье. Клубы, конечно же, должны называться иностранными буковками. Они там и живут в своем джипси-спайсе. И у меня будет личный праздник, когда жизнь здесь будет совсем другая. Ой,
А почему это в нашем любимом клубе теперь кружок юных техников и починка коньков? Сразу понятно, и кто виноват, и что с ними со всеми надо делать. Украинские авторы не отстают, и создатель сайта Хвиля.орг, политолог Юрий Романенко, пишет: «Дорогие украинцы, можно утешать себя, что мы самые благородные и добрые, только если завтра Путин скажет наступать на Украину, то вся оголтелая 90-процентная орда полезет сюда, и плевать им будет, какие цветочки вы раскладываете у российского посольства. И сколько бы вы ни напоминали про цветочки, инфантильные вы дебилы, по вам будут стрелять из пушек и градов». Журналист Айдер Муждабаев, который недавно перебрался из России в Украину, пишет в своем блоге: «Убили тысячи людей по всей стране беженцы, а они несут цветы к российскому посольству, соболезнуют, плачут. Украинцы святые, как только мозг и язык поворачивается плохо думать и говорить о них». Айдер потом стер свой пост. С ним спорили читатели и писали, что эти слова понятны, но они разделяют, а не объединяют людей перед общей бедой. Украинцы не святые, они нормальные. Они поступили нормально, как подобает людям, как сделали и россияне в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, в Екатеринбурге в центре города и в Москве. Они выражают свою скорбь по погибшим, невзирая на попытки комментаторов, вольно или невольно, противопоставить их в момент большой беды. Ведь утешение нужно не только тем, кого беда затронула лично, но и тем, кто им сочувствует, просто для того, чтобы остаться людьми. Как сказал сайту Правмир протоиерей Санкт-Петербургской епархии Николай Брындин, который в эти дни поддерживает родственников в аэропорту Пулково: «Хочешь утешить, сядь рядом и плачь». Именно так и поступили сотни тысяч людей по всему миру, когда стали приходить к посольствам России в своих странах, возлагать цветы, ставить свечи. Наш корреспондент Ирина Любич вместе со своими соотечественниками также пошла к посольству России в Киеве. Возле Киевского посольства Российской Федерации цветы с траурными лентами, лампадки и детские игрушки. Как только стало известно о трагедии, сюда стали приходить люди. И уже к вечеру весь парапет был усеян цветами. Хочется пожелать, особенно родственникам, близким, перенести ужасную трагедию всему российскому народу. Пришла, чтобы высказать искреннее соболезнование и сочувствие русскому народу и сказать, что трудную минуту мы с ними. Украинцы говорят, соболезнуют россиянам несмотря ни на что. А то, что происходит между странами, называют лишь политикой, к которой простые люди не имеют никакого отношения. Даже несмотря на то, что между нами и нашими народами довольно давно какая-то стена незримая, ее построили не мы. Все равно ведь люди погибли. По большей части своей они никому ничего плохого не сделали. Поэтому, я считаю, нужно почтить память этих людей. Наша проблема — это только политика. Люди — это люди, все равно. Потому что погибли люди, дети. И все, что между нами происходит, это всего лишь политика. Потому что есть обычные люди, которые являются заложниками ситуации политической, и мы должны оставаться просто большим сердцем, должны оставаться все и понимать горе своего, скажем, оппонента. Я выросла в России, и я, несмотря на то, что я поддерживаю нашу политику, все равно я сочувствую и люблю своих земляков, понимаете, и я горе, я вместе с ними все равно. Поток людей перед посольством России не прекращается с утра и до позднего вечера. Украинцы приходят целыми семьями, называют погибших ангелами и молятся за их души. Ирина Любич, Аскольд Серко. Настоящее время. Киев. Крушение авиалайнера обсуждается в западной прессе. Ряд изданий обратили внимание на то, что в 2001 году самолет повредил хвостовую часть при посадке в Каире. И версия разрушения самолета из-за повреждения хвостовой части анализирует влиятельные Bloomberg и Wall Street Journal.
Bloomberg, в частности, напоминает о случаях, когда лайнеры, у которых ранее была повреждена хвостовая часть, терпели из-за этого крушения. Мнения западных экспертов разделились касательно того, что могло привести к трагедии. Некоторые считают, что проблема с механикой вряд ли могла стать причиной катастрофы на таком самолете, как Airbus A321. Другие отмечают, что исключать какой-либо вариант крушения лайнера до расшифровки его черных ящиков слишком преждевременно. Между тем, госсекретарь США Джон Керри выразил глубокие соболезнования родным и близким всех погибших в результате катастрофы. Посольство России в США открыло книгу соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами, сообщается на сайте диппредставительства в Вашингтоне. В твиттере посольства написано: «Спасибо за то, что вы звоните, пишете, приходите и посылаете твиты в этот печальный день». Книга соболезнований открыта также в российской миссии при ООН в Нью-Йорке. Другие новости сегодня. Решение Вашингтона направить сотрудников американского спецназа на север Сирии, где они должны будут координировать боевые действия против террористической группировки «Исламское государство», вызвало недовольство некоторых сил, сражающихся с ИГИЛ. Командиры крупных повстанческих формирований, составляющих свободную сирийскую армию, заявили, что не были поставлены в известность относительно решения перебросить американских военных на север страны. По их словам, эту новость они узнали от репортеров после того, как Белый дом объявил о том, что небольшая, менее 50 человек, группа спецназовцев будет отправлена в Сирию для координации операций против ИГИЛ. Лидеры группировок свободной сирийской армии недовольны тем, что США, по всей видимости, намерены повышать боеспособность курдских сил самообороны и менее многочисленного альянса арабских и туркменских вооруженных группировок, действующих на севере Сирии, в то же время не уделяя внимания повстанческим группировкам, воюющим к западу от реки Евфрат. Объявление администрации о том, что в Сирию будет отправлен американский спецназ, не вызвало одобрения и у потенциальных кандидатов в президенты США ни от демократической, ни от республиканской партии. Кандидаты в президенты обсуждают позицию США в отношении сирийского конфликта. Сенатор Марко Рубио считает, что экстремистам исламского государства нужно дать отпор. Только одна сторона победит. Или они, или мы. Они не остановятся в Сирии, не остановятся в Ираке. Рубио считает, что президент Обама свел на нет успехи, достигнутые США в мусульманском мире, стоившие огромных усилий и финансовых затрат. Президент вел кампанию на обещание, что мы уйдем с дороги, что мы отступим. Он победил, заявляя: «Мы уходим из Ирака, мы скоро уйдем из Афганистана. Голосуйте за меня». В то же время Рубио не поддерживает отправку крупного военного контингента США для прямой борьбы с исламским государством. По его словам, вместо этого Америка должна сплотить Ближний Восток для борьбы с суннитскими радикалами. С аналогичных позиций выступает демократический кандидат президента Берни Сандерс, который опасается, что размещение до 50 военнослужащих в Сирии может быть только началом. 50 военных — это 50 военных. Но вот какой кошмар меня преследует. Что США вновь будут затянуты в трясину, которая никогда не закончится и приведет к вечной войне. Мир должен объединиться. Штаб демократа Хиллари Клинтон выпустил заявление, в котором отметил, что она видит плюсы в размещении ограниченного контингента в Сирии, но выступает против более масштабной наземной войны на Ближнем Востоке. Эти силы не будут заниматься боевой миссией. Белый дом подчеркивает учебный и вспомогательный характер роли спецназовцев в Сирии. Президент считает, что они могут внести вклад в усиление нашей стратегии по наращиванию потенциала местных сил внутри Сирии, чтобы те могли на местах вести борьбу с ИГИЛ в собственной стране. Представители Пентагона говорят, что американские военные окажутся в Сирии в ближайшие несколько недель. Госсекретарь США Джон Керри в ходе турне по странам Центральной Азии встретился в понедельник с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Назарбаев заявил, что казахстанский народ благодарен США за постоянную поддержку суверенитета и развитие экономики страны. В воскресенье Керри встретился с коллегами из 5 бывших советских республик – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которые обеспокоены усилением Талибана в Афганистане и случаями вербовки своих граждан в ряды террористических организаций, таких как Исламское государство. Керри затронул эти проблемы, выступая на встрече, проходившей в Самарканде. Ранее в воскресенье Керри провел переговоры с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Это был редкий случай встречи высокопоставленного представителя США с автократическим лидером, в адрес которого часто звучит критика по поводу ситуации с правами человека. После Казахстана глава американской дипломатии посетит Таджикистан и Туркменистан. В субботу он побывал в Кыргызстане.
Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил своей южнокорейской коллеге Пак Кын Хе, что он хотел бы видеть сотрудничество между двумя странами и США в том, что касается поддержания политики мира и открытости в Южно-Китайском море. Тем временем Россия и Китай прилагают все больше усилий к тому, чтобы добиться большего авторитета в мире. При таком раскладе сил как Москве, так и Пекину взаимовыгодно оказывать давление на Запад и в первую очередь на США. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева. Многие американские эксперты отмечают, что США и их союзники из года в год неверно оценивают российско-китайские отношения. На Западе их часто называют ось взаимовыгоды. Но это скорее ось национальной тождественности, говорят аналитики. Имеется в виду то, что в прошлом России и Китая имеется много общего. Обе державы когда-то были империями, затем пережили революции, коммунистический деспотизм и период определенной оттепели, политической в России 90-х и экономической в Китае. Но охарактеризовать контакты Москвы и Пекина как отношение равного с равным было бы ошибкой. У Китая сейчас, выражаясь языком азартных игр, на руках явно больше козырей, чем у России. В условиях растущей изоляции со стороны Запада Москва стала более зависимой от Пекина. Тем более, что КНР остается еще и крупнейшим торговым партнером России. Правда, в отличие от нее, Китай переживает период подъема, что делает это партнерство для России все больше похожим на формулу «клиент всегда прав». То есть, на самом деле, практически все, что Китай импортирует из России, это сырье и первичные ресурсы с минимальной степенью обработки. А здесь никакого партнерства не надо. Здесь Китай как раз заинтересован в том, чтобы с минимальной степенью обработки сырье поступало в Китай, где он будет занимать свою рабочую силу. Поэтому Россия, конечно, очень хочет что-то получить от Китая, не очень хорошо понимая, что. Но Китай от России, кроме сырья, получать не хочет ничего. Поэтому все разговоры о партнерстве, это поддержка мечты Владимира Путина о повороте на восток, который состоялся, только нас там никто не ждет. Все эти точки соприкосновения не делают Москву и Пекин закадычными друзьями, но облегчают им возможность понять друг друга и договориться. Во всяком случае, для США становится гораздо труднее найти общий язык с обеими странами. Ядерное соперничество России с Америкой выгодно Китаю, который наращивает собственную военную мощь. Любые же попытки Соединенных Штатов найти рычаги для оказания давления на российских или китайских лидеров сразу же заставляют их заговорить об экономическом и культурном империализме Запада. В таких условиях существование сразу трех центров глобального притяжения резко усложняет геополитическую обстановку. Несмотря на активное трехстороннее экономическое сотрудничество США, России и Китая, налицо непримиримые идеологические разногласия и новое противостояние трех миров – демократического, авторитарного и тоталитарного. На фоне уже бурлящих мировых конфликтов, наверное, самое главное, чтобы это противостояние оставалось мирным. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Не стоит помогать Украине, поскольку у нее нет никаких шансов построить жизнеспособную экономику и демократию, а рядом находится государство, которое считает ее своей неотъемлемой частью. К такому выводу пришел журналист и публицист Марвин Калп. В Вашингтонском институте Брукинса прошла презентация его книги «Имперская рискованная игра Путина. Россия, Украина и новая холодная война». На мероприятии, где прозвучало немало противоречивых заявлений, побывала Татьяна Ворожко. Киевская Русь – первая Россия, которую в 1240 году уничтожили татаро-монголы, после чего возникла вторая Русь – современная Россия. Русские, украинцы и белорусы – триединый братский народ. А Украина почти всегда была в составе России и никогда до 1991 года не была независимым государством. Вот такие тезисы, будто из советских учебников истории, озвучивает в Вашингтоне один из самых известных американских журналистов Марвин Калп. Из этого он делает следующий вывод. Западу не стоит помогать Украине, потому что из этого все равно ничего не выйдет. Сейчас тяжелые времена, и полагать, что предоставив на пару миллиардов больше, мы можем изменить ситуацию, я думаю, наивно. Я не думаю, что это ответственно со стороны Запада подкармливать наивные мечты украинцев, поскольку именно они должны жить с реальностью. И эта реальность заключается в том, что они граничат с Россией, а у России есть свои идеи относительно того, чего она хочет. Кальп считает, что Россия вполне закономерно хочет, чтобы Украина оставалась под ее влиянием и не двигалась на Запад. Аннексию Крыма автор не одобряет. Но и этому находит оправдание. А Россия, мол, имеет определенные права на Крым, потому что он был в ее составе еще со времен Екатерины.
Оппонент дискуссии, известный публицист Томас Фридман, выразил сомнение, что Путиным движут непреодолимые силы истории. По его словам, он скорее эксплуатирует ее в собственных политических целях. Меня больше всего беспокоит, что он воюет во имя какой-то мистической русской царской идентичности и национализма. Я вижу человека, которого в меньшей степени волнует история. Он лишь эксплуатирует российскую историю в глубоко циничной манере, чтобы защитить то, что по сути является автократической клептократией. И в этом Путин проиграет, считает обозреватель, поскольку он борется с мощными силами современности. Томас Фридман рассказал корреспонденту «Голоса Америки», что в чем-то Кальб может быть и прав. Фактологически верно, что Украина – маленькая страна, расположенная рядом с могущественным государством, которое считает, что Украина никогда не будет по-настоящему независимой демократической страной с рыночной экономикой. Это факт. И я считаю, что США должны помочь Украине стать демократией с рыночной экономикой настолько, насколько они могут. Бывший работник Госдепартамента Алексей Собченко увидел в книге Кальба немало исторических ошибок, о чем он написал на сайте Атлантического совета. Нелепости там полно. Киевская Русь, которая простиралась до Урала, или о том, что когда Екатерина II умерла, то ее империя простиралась от Балтики до Владивостока. Владивосток был присоединен почти 100 лет позже, территории, где был построен Владивосток. Насколько голос Кальба является влиятельным в Вашингтоне? Я думаю, что у Белого дома много источников информации. Голос Марвина важен здесь. Но я не думаю, что президент Обама согласится с его анализом. Марвин Кальб называет себя реалистом. Реальностью для Украины является и то, что до сих пор не все в Вашингтоне готовы воспринимать Украину как полноценное, независимое, самостоятельное государство. Татьяна Ворожко, Дмитрий Савчук, «Голос Америки». Мы продолжаем серию сюжетов о том, что волнует американцев накануне президентских выборов. На этот раз наша съемочная группа побывала в городе Уильямсбург, штат Вирджиния. Город Уильямсбург, Вирджинии – один из самых интересных музеев под открытым небом. Более 80 лет назад Уильямсбург был столицей колонии Вирджинии, и сейчас город выглядит так же, как в середине 18 века. И прогуливаясь по городу, легко можно представить себя участником той самой жизни. Тем более, что жители Уильямсбурга прекрасно об этом расскажут и даже покажут, как проходили главные исторические события 2 столетия назад. Вот так, под дымок костра, в один из дней реконструкции войны за независимость США мы решили поговорить о настоящем и будущем страны. На вопрос о том, кто же победит на президентских выборах 2016-го, как правило, отвечали, что до дня всеобщего голосования еще очень-очень далеко, однако предпочтения у респондентов уже все-таки начали формироваться. Лично я считаю, что Бен Карсон и Карли Фьорино были бы отличным тандемом. Мы не согласны с направлением, по которому движется Америка сегодня. Этот новый курс совсем не тот, который бы хотели для нас отцы-основатели – Вашингтон, Джефферсон, Мэдисон и Джордж Мейсон. Сегодня мы видим политиков, вытворяющих такое, за что они должны бы быть подвергнуты импичменту и изгнаны из правительства. Видим бездействие там, где должны действовать. Какие, на ваш взгляд, должны быть приоритеты у будущего лидера США? Восстановить экономику, покончить с безработицей, дать толчок бизнесу и производству, переписать все регулятивные нормы. Так кто же может управлять страной из нынешних кандидатов? Ну уж точно не Дональд Трамп. Хиллари, я считаю, что она одна из самых умных женщин-политиков страны. Однако багаж ее прошлого чересчур тяжел. Участники реконструкции исторической революции в Уильямсбурге настроены весьма критично по отношению к кандидатам в президенты. Борьба будет нелегкой, да и выбор тоже должен быть непростым. Светлана Прудовская, Ева Болдина, «Голос Америки». В воскресенье на 74-м году жизни ушел из жизни известный актер и бывший сенатор от республиканской партии Фред Томпсон. Он хорошо знаком зрителю по сериалу «Закон и порядок». Фред Томпсон в течение 9 лет был сенатором от штата Теннесси. В 2007 году актер и политик вступил в борьбу за пост президента США, однако затем вышел из гонки. Причиной смерти Томпсона стал рак, с которым он боролся последние 10 лет. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге. Прощаемся с вами до завтра. Шахида, всего доброго. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.